Я хочу сегодня рассказать немножко, коснуться того, что значит вообще Пасха в Ветхом Завете и в Новом Завете, вообще с точки зрения Библии. Возможно, кто-то из вас не знает, но на самом деле Пасха, слово, да, вот сегодня у нас дети говорили об этом. И можно попросить, если поиграть, то сзади. Вот меня отвлекает, я не могу сосредоточиться, у меня перед глазами все мельтешит. Ладно, одно дело, если они ходят, но если играют, может, потому что я спортом занимался, мне тоже хочется чего-нибудь подхватить, шарик куда-нибудь ударить. Итак, смотрите, Пасха вообще, слово появляется не в Новом Завете. Может быть, кто-то из вас, вы уже давно в вере, и вам покажется все это банальным, и я все знаю. Но я верю, что у нас много гостей, может быть, людей, кто не так давно в церкви, поэтому уж наберитесь терпения, ради них я хочу более подробно такую развернутую картину дать и начать, можно сказать, с азов. Хорошо? Итак, у нас Библия состоит из двух больших частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. И Ветхий Завет рассказывает о тех событиях, которые происходили в мире вообще от основания мира, от рождения мира до Иисуса Христа. И Новый Завет – это большой раздел, в котором содержатся книги, которые рассказывают об Иисусе Христе, об апостолах, что они делали, и вся история формирования и развития христианской церкви. Но вот слово «Пасха», оно появляется первый раз не в Новом Завете, но появляется в Ветхом Завете. И я сейчас коротко расскажу, как это происходило. В Ветхом Завете вообще начинается с того, что помимо Адама и Евы, сотворения мира, дальше был человек по имени Авраам, и Бог пообещал произвести от него множество народа. То есть, что он будет отцом большого народа. Уже потом потомки Авраама, когда они начали умножаться, они размножились, их было много, они переселились, жили в Египте, и спустя несколько столетий они были порабощены там. То есть они стали рабами у египтян и работали как рабы. Но Бог пообещал не оставить их в египетском рабстве и вывести их из Египта, и дать им их собственную землю. И сейчас дети уже касались этого. То есть были казни египетские. Что это такое? Фараон сам по себе, то есть фараон – это царь в Египте, он не хотел отпускать, понятно, кто захочет несколько миллионов человек, рабов, просто так отпустить, когда они приносят доход казне. И Бог сначала посылает на Египет различные болезни и природные катаклизмы. Это то, что называется казни египетские в простонародье. И, может быть, кто-то из вас слышал об этом. Сначала вода по всей стране, она превратилась в кровь, стала красная. А потом из этой воды там начали выползать жабы по всем берегам, по квартирам, наполнили всю страну, все дома, и там эти жабы дохли, и их трупики валялись везде. Да, то есть было мерзко. Но потом дальше стало все хуже. Начались болезни среди людей, среди животных. Потом был град, который такой крупный был, убивал и урожай, и скот, и даже людей. И последняя 10-я казнь, которая описывается, это смерть всех первенцев мужского пола в Египте. Что у людей, что у скота, каждый первенец, то есть, понятно, перворожденный мальчик или у скота особь мужского пола, она умерла, или он умер. Но Бог сказал своему народу, что для того, чтобы смерть не коснулась, вам нужно что сделать? Взять ягненка, взять его кровь. То есть, что значит взять кровь у ягненка? Это значит, его нужно было принести в жертву, убить, взять его кровь и помазать косяки дверей. И тогда ангел смерти, который шел, каждый дом, который был помечен таким образом, он прошел мимо, прошел стороной. Но каждый дом, который не был помечен таким образом,
его посетил ангел смерти, ангел-губитель, и в этом доме умер первый старший мальчик у людей и также у всего скота. Первенец мужского пола умер. И эти события, они описаны в книге «Исход». Давайте быстро посмотрим. Исход, 12 глава, 12-13 стих. Я все буду читать в новом русском переводе. «В эту ночь я пройду по Египту и погублю всех первенцев людей и скота, и накажу богов Египта. Я Господь. Кровь будет знаком на домах, где вы живете. Увидев кровь, я пройду мимо. Мор не погубит вас, когда я поражу Египет». И еврейский народ послушал Бога, сделал то, что Господь сказал. Они действительно взяли ягненка, они принесли его в жертву, взяли его кровь и пометили свои дома, косяки дверей подобным образом. Что здесь важно? Что ягненок, вот этот, да, в синодальном переводе, в старом русском языке говорится агнец. То есть ягненок равно агнец. То есть агнец это просто старое слово на русском. Он отдавал свою жизнь, да, за то, чтобы вот эти люди, они не погибли. И первенцы в Израиле остались живы, а у египтян все первенцы умерли. Таким образом, получилось, что жизнь каждого первенца была выкуплена вот жизнью этого ягненка. Вы поймете, почему я так заостряю на этом внимание, это важно. И вот с тех пор евреи празднуют Ветхозаветную Пасху или праздник Песах на иврите, в воспоминание об этом событии. И само слово «Пасха», то, что сегодня вот дети говорили, может быть, самые внимательные вы обратили внимание, по-еврейски это слово «Песах», оно буквально в прямом смысле означает «пройти мимо». То есть ангел смерти, он прошел мимо, смерть прошла мимо. Это воспоминание именно об этом событии, что смерть, она прошла стороной. Это ветхозаветная Пасха. После этого события проходят столетия. На самом деле где-то 1500 лет, чуть меньше. И на земле рождается Иисус Христос. Сейчас мы переносимся во времена уже Нового Завета. Вообще вы знаете, да, что даже наше летоисчисление, у нас сейчас какой год? 2025. С какого события у нас начинается летоисчисление в нашем календаре? С Рождества Христова. То есть даже на русском языке раньше было, да, до революции всегда было, пометки были. Сейчас у нас наша эра и до нашей эры. Но в связи с определенными событиями после революции, когда происходила борьба с церковью, подменили вот это вот до Рождества Христова. Если вы посмотрите на все царские открытки и на все упоминания в дореволюционной России, это было до РХ, до Рождества Христова или там после Рождества Христова. Сейчас у нас наша эра и до нашей эры. Итак, что происходит с Пасхой во времена Нового Завета, когда после рождения Иисуса Христа? Вы знаете, что мы смотрели на это, в частности, на прошлом собрании, когда праздновали Вербное воскресенье или Пальмовое воскресенье, или вход Господа в Иерусалим. Иудеи праздновали Пасху неделю, несколько дней. И Иисус, Он как раз пришел в Иерусалим для того, чтобы отпраздновать Пасху. И вот буквально за считанные дни или там часы, прежде чем Его арестовали, Его судили, Его подвергли смерти, Иисус, Он берет хлеб во время ужина со своими учениками, Он его преломляет и говорит, что это тело мое, что этот хлеб символизирует мое тело, которое будет ломимо за вас. Или другими словами, которое будет принесено в жертву за вас. Потом Он взял вино и сказал, что вот это вот вино, оно символизирует кровь мою, которая будет пролита за вас. Здесь Он проводит такую параллель, что Он намекает, я есть тот ягненок. Вот этот ужин, он был именно на Пасху. Они вот то, что делали, это была пасхальная трапеза. Вы понимаете? И Он таким вот образом говорит, что я Пасха, да, я тот ягненок. Он говорит, что моя кровь будет пролита, и кровь моя искупит людей от смерти. И
Еще раз, вы помните, во время Пасхи ягненка приносили в жертву. Брали кровь, мазали косяки, а остальную тушу зажаривали на огне и съедали. И вот когда Иисус, Он ел Пасху со своими учениками, это напоминало о том, как жизнь ягненка искупила жизнь первенцев в Египте. То есть я к чему это говорю? Наши корни, нашей Пасхи, они идут из той ветхозаветной иудейской Пасхи. Точно так же жизнь Иисуса Христа искупит жизнь каждого верующего в Него. То есть каждый верующий в Иисуса Христа, благодаря Его жертве, благодаря тому, что Он отдаст свое тело за нас в жертву, и что Он прольет кровь за нас, благодаря этому жизнь каждого верующего в Иисуса будет выкуплена от смерти. Вы понимаете? Смерть пройдет мимо. На самом деле, вот с этим связаны очень многие аллюзии и прямые утверждения в Библии. Например, когда Иисус, Он появляется впервые, Он упоминается во всех Евангелиях, у нас 4 Евангелия. Когда Он появляется, перед Ним был такой человек, Иоанн Креститель, который ходил, всех крестил, и он как бы возвещал, что за мной следует Спаситель. И смотрите, что он говорил об Иисусе Христе. В тот день, когда он увидел, вот Иисус идет ему навстречу, Иоанн Креститель стоит, он там крестит людей в воде. Идет Иисус, и что он сказал? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Божий ягненок, который забирает грех мира». В синодальном переводе это «вот агнец Божий», он говорит. Вот он ягненок. Почему ягненок или агнец вот, в старом переводе? Это как раз есть указание на того ягненка, кровью которого были помазаны косяки дверей. Он говорит, что для иудеев это все ясно было и понятно. Вот он агнец Божий, вот тот ягненок, благодаря которому, смерти которого, смерть она пройдет мимо. Еще раз, Иисус – это ягненок или агнец Божий, который берет на себя грех мира. Его кровью, Его жертвой искупается жизнь людей. В другом месте Библии, это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, на вторую часть стиха посмотрим, написано: «Ведь Христос, наш пасхальный ягненок, уже принесен в жертву». В синодальном этот стих звучит таким образом, что Пасха наш, Христос заклан за нас. То есть вот эта Пасха, этот ягненок, он уже принесен в жертву. Эта жертва, она уже принесена. Здесь Иисус, я на что хочу обратить ваше внимание. Здесь Иисус, Он однозначно, напрямую говорит, что я есть тот самый ягненок, я есть Пасха. То есть Христос, как тот ягненок, отдал свою жизнь для того, чтобы выкупить жизнь людей, которые верят в Него. Во многих других местах Священного Писания в Новом Завете говорится, там, вы куплены дорогою ценою, когда там, Павел пишет, вы искуплены кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Вы знаете, что действительно Иисус Христос, когда Он отдал свою жизнь на Голгофском кресте, пролил свою кровь, Он умер и заплатил за наши грехи. Смотрите, сейчас мы получаем спасение по благодати. По благодати это означает даром. Нам не нужно ничего делать ради этого, нам не нужно стараться, и мы не можем заслужить спасение. Мы не можем ничего сделать, но, смотрите, за это было заплачено Иисусом, и цена она была велика, дорогой ценой. Это не просто так, не относись к этому легкомысленно. Я просто сталкивался, я думаю, что вы также, знаете, когда человек что-то получает бесплатно, даром, обычно он не очень, ценит это и относится к этому трепетно. Но ты не можешь, заслужить спасение, но это спасение оно далось дорогой ценой. Иисус заплатил своей жизнью, своей кровью. Итак, вот таким образом еще во время пасхальной вечери, во время пасхального ужина со своими учениками
Христос показал ученикам, что ветхозаветная Пасха указывает на Его смерть, смерть Иисуса, за наши грехи, за грехи всего человечества. С этим у нас все понятно, да, вопросов нет. Смотрите, что же произошло потом, после того, как Иисус, Он вот вкусил эту Пасху, Он рассказал все ученикам. Вы знаете, что Он пошел со своими учениками на гору Елеонскую или Масленичная гора, и там Христос произносит первосвященническую молитву. Он молится, что Господь, прославь своего Сына, и пусть Отец прославится. Потом дальше они спускаются с горы в Гефсиманский сад, наступает уже ночь, и если кто-то был в Иерусалиме, Гефсиманский сад, он сразу же вот он под Елеонской горой, до сих пор в этом месте еще растут масленичные деревья, рядом есть ручей, речка. Иисус любил быть там, и здесь Он приходит для того, чтобы помолиться, и Он просит, чтобы ученики Его поддержали в молитве. И о чем Он молится там? Он говорит, что «Отец, если только возможно, пусть вот эта чаша, она минует меня». И Иисус знал, что Ему предстоит. Он знал, какие ужасные физические страдания будут. Но я верю, что, вы знаете, Иисус, Он молился не потому, что Он боялся физических страданий. Потому что если посмотреть сейчас на историю человечества, смотрите очень внимательно, сразу стульями в меня не кидайтесь, страдания Иисуса были ужасны. Я ни в коей мере это не преуменьшаю, но в истории человечества бывали люди, которые подвергались, наверное, большим ужасным истязаниям, физическим страданиям. Взять, я не знаю, японцев на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны, концлагеря фашистские. То есть там фантазия нездоровая в плане пыток, она была просто ужасающая. Но, то есть, что я хочу сказать, что, может быть, были люди, которые подвергались еще более изуверским пыткам и мучениям. Но я верю, что когда Иисус Христос, Он молился, что «А если возможно, минует меня сия чаша», Он просит не просто о том, чтобы чаша физических страданий, она прошла мимо. Вы знаете, на самом деле Ветхий Завет, Библия очень много говорит о чаше Божьего гнева. И что это такое? Чаша Божьего гнева – это гнев Божий на грехи людей, за грехи всего человечества. И смотрите, когда Иисус, Он умер, написано, что Он взял на себя грехи всего человечества, всех людей. Он на самом деле был безгрешен, Он был невиновен. Но Он знал, что Ему придется взять вот это. Бог от Него отвернется в этот момент, хотя Он этого не заслуживает. И я верю, что Он понимал, что это катастрофа попасть под гнев Божий. Вы знаете, что это то, что ждет неверующих людей после смерти. Они будут отделены от Бога. Вот ад заключается не в том, что, я не знаю, что тебя черти будут в прямом смысле на сковородках жарить. Но в этом месте не будет Бога. Ты будешь отделен от своего Создателя. У тебя не будет с Ним общения. Ты будешь под Его гневом. Понимаете, в этом весь ужас ситуации. И навечно. И вот Иисус, находясь там, в Гефсиманском саду, Он молится, чтобы, Господи, пусть, если возможно, только это пройдет мимо меня. Но потом Он говорит, но не моя воля, но Твоя да будет. Он знал, что будет, что его ждет, но Он добровольно выбрал подчиниться Божьей воле, войти и исполнить это до конца. Он, ставший человеком, то есть Он, будучи божеством, принял образ человека, принял нашу человеческую природу, и Он пребывает в этом священном трепете, в этом ужасе пред гневом Божьим, который должен пасть на Него, как на человека, когда Он возьмет на себя грех всего человечества. И на самом деле это было настолько ужасно, вообще вот Его представление, вы знаете, что там дальше что говорится, что Его пот сделался как кровь. Напряжение было настолько велико, что у него капилляры лопались, да, у него просто кровь выходила.
Он потел кровью. Итак, Иисус согласился добровольно взять на себя гнев Божий, который предназначался нам, людям, за наши грехи. И вы знаете, затем, потом дальше, в Гефсиманском саду его арестовали. Один из его учеников, Иуда, когда пришли солдаты, чтобы его схватить, он поцеловал Иисуса, таким образом указал на него. И его повели на суды. И сначала его судили иудейские суды, то есть первосвященнические. В тот момент было 2 первосвященника в Иудее. Мы не будем касаться, почему так случилось, зачем, но было там 3 разных суда. Но иудеи сами по себе они не могли приговорить к смертной казни на тот момент. Так как они находились под оккупацией Римской империи, только верховная власть в Римской империи могла приговорить человека на смерть. Собственно, поэтому они побежали к наместнику римскому в Иудее на тот момент, Понтий Пилат, который не находил никакой вины по римским законам изначально в этом, И они ему пытались говорить, что вот он там, говорит, о чем вы вообще там со своими какими-то иудейскими баснями, ваша там вот какая-то религия, я не хочу вообще в это вмешиваться, И Понтий, он сначала там узнает, что Иисус, он родом там, ты галилеянин там, это, значит, у царя Ирода, он пытается его туда отфутболить, пусть он решает, там царь. Тот его тоже судит, ничего не находит, отправляет его обратно к Понтию Пилату, и тут уже, он все-таки верховная власть там, вынужден. И здесь иудеи, они просто меняют тактику, они говорят, слушай, он говорил, что он царь иудейский, то есть они приводят политическую подоплеку под это. Не то, что он там хулил, что он говорил, что я сын Божий, это то, что иудеев пугало, но здесь, чтобы Понтий Пилат мог вынести ему приговор, он говорит, он сказал, что он царь, и он подбивал всех не платить налоги кесарю. И вот это Понтий Пилат прекрасно понимал, что это все шито белыми нитками, что это все ерунда. Он спрашивал Иисуса, ты царь иудейский? На что ему Иисус говорил, что ты сказал? Я такого не говорил, не суть. И его Пилат приговаривает к распятию, то есть смерть через распятие на кресте. И вот давайте я дальше просто прочитаю вам Евангелие от Марка. Будет много, я буду читать быстро. Если какие-то вопросы, просто нам, чтобы успеть, я буду пояснять, может быть, некоторые места. Итак, Евангелие от Марка, 15 глава, с 15 по 47 стих. Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Варавву, а Иисуса отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. Здесь вы знаете эту историю. То есть помимо Иисуса было еще 3 человека, которые были приговорены на смерть. 2 из них были просто там воры, а 1 был грабитель и разбойник. Это Варавва. И на Пасху была традиция миловать кого-то. И Пилат думал, что давайте я вам, Иисуса помилуем. Но все кричали, нет, распни его, отдай нам Варавву. Здесь именно про это речь, А Иисуса отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. Солдаты отвели Иисуса во двор, то есть в приторию, и созвали весь полк. Они одели его в пурпурную мантию и, сплетя венок из терновника, надели на него. «Да здравствует царь Иудеев!» – приветствовали они. Они били его тростью по голове, плевали на него и, падая пред ним на колени, кланялись ему. Вдоволь издевавшись, они сняли с него пурпурную мантию, одели Иисуса в его собственную одежду и вывели на распятие. Здесь все понятно, то есть пурпурная мантия, это в пурпурную одежду одевались царственные особы. То есть у него одели, как будто он царь, а на самом деле просто, поясничали, гримасничали и издевались над ним. Вставали перед ним на колени, сделали вместо короны ему из колючек венок, как будто это, и говорили, вот он, царь иудейский, посмотрите. То есть оккупационные солдаты просто откровенно презирали и издевались. Я думаю, что ничего такого, может быть, и необычного не было. Это была их постоянная работа. Иисус был не первый, кого они казнили, кого они выводили. То есть подобным образом они себя вели. По дороге они остановили человека, шедшего с поля. Это был Симон из Кирены, отец Александра и Руфа. И заставили его нести крест.
А человека обычно вообще, тот человек, которого приговаривали к распятию, он сам нес свой крест до места казни. Здесь вот, выбрали, просто шел мимо еврей, они ему сказали: возьми крест, неси туда. Иисуса привели на место, называемое Голгофа, что означает лобное место. Солдаты дали ему вино, смешанное со смирной, но он не стал пить. А вот здесь вино, смешанное со смирной, это типа такого обезболивающего. Смерть на самом деле ужасная, и чтобы как-то притупить боль, обычно давали приговоренным. Но Иисус, Он знал, чем все кончится, к чему все идет, и Он хотел, чтобы ум его оставался абсолютно трезвый, рассудок. И именно в этом суть. Он отказался пить. Они распяли Иисуса, а Его одежду разделили между собой, бросая жребий, кому взять. Когда Его распяли, был 3-й час. Вот 3-й час, это, по-моему, это ориентировочно 9 часов. У них не суть. Часы тоже считаются по-другому. Надпись, указывавшая Его вину, гласила, то есть это то, что табличку прикрепляли, где, собственно, в чем виновен, да, например, вор, разбойник, еще кто-то, а здесь царь иудеев, что он провозгласил себя царем. И вы помните, на прошлое воскресенье мы смотрели, когда был торжественный, триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, его народ встречал как царя. Вы помните, они ожидали земного царя, что он избавит их от римлян, он поднимет восстание, возглавит армию и освободит иудейский народ. Но Иисус пришел совершенно для другого. Его царство, оно не на земле. Его царство, оно в сердцах людей. Оно небесное царство. Это важно, да? Дальше мы также это увидим. Вместе с ним распяли и 2 разбойников. Одного по правую руку, по левую сторону от него. И по левую сторону от него. И исполнилось Писание, где говорится: и был причислен к преступникам. Проходившие мимо бранили его, качая головами. Они говорили: ну что, ты ведь собирался разрушить храм и в 3 дня отстроить его. Спаси себя, сойди с креста. Первосвященники и учители закона тоже насмехались над Иисусом. Спасал других, говорили они, а себя спасти не может. Христос, царь Израиля, пусть Он сойдет с креста, чтобы мы увидели и поверили. Также оскорбляли Его и распятые вместе с Ним. Это то, про что мы говорили. Люди ожидали, что Он будет земным царем, что Он возглавит восстание, что Он освободит народ в то время. И здесь они разочарованы. Их сердца полны разочарования. Ты же говорил, что ты спасешь народ. Ты даже сам себя спасти не можешь. Сойди с креста и так далее. В этом вот суть этого места. В 6 же часу по всей земле стало темно, и это продолжалось до 9 часа. В 9 часу Иисус громко крикнул: «Элои, Элои, лема савахтани», что означает: Боже мой, почему ты меня оставил?» Некоторые из стоявших поблизости услышали это, сказали: «Слышите, Илию зовет». Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил ее на палку и дал ему пить. «Подождите, давайте посмотрим, придет Илия снять его или нет», сказал он. И вы знаете, что пророк Илия – это один из наиболее почитаемых пророков в Израиле. И здесь вот народ просто, знаете, у них такой уже азарт. Давайте ему, пусть сразу не умирает, продлим, посмотрим, что будет дальше. Им просто интересно, такой азарт. Придет Илия спасти его или нет? Громко вскрикнув, Иисус испустил дух. И вот здесь в Евангелии от Марка написано, что он просто громко вскрикнул. В других Евангелиях говорится, что он вскрикнул: «Свершилось». Да? Вы можете посмотреть. Не просто вскрикнул, он сказал: «Свершилось». Иисус испустил дух. И завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. Вы знаете, что храм, который сейчас разрушен, но тогда он действовал, он был построен по образу скинии. И в храме была завеса, большая штора, которая отделяла святая святых, то место, где стоял ковчег Божий, да, от всего остального пространства. И в это место, в святая святых, за завесу, за шторку, никто не имел права входить. Вы помните этого? Только священник один раз в год на Йом-Кипур он мог войти туда. И если кто-то ослушивался, он умирал. И Библия полна таких примеров, что люди заходили, и Бог он их убивал, если они ослушивались его наказания.
И вот эта вот завеса, которая отделяла святая святых, никто даже посмотреть туда не мог. Когда Иисус, Он умер, она разорвалась. Просто лопнула. Что это означает? Уже нет никакой преграды, уже ничто нас больше не отделяет от Бога. Потому что вот это совершенная жертва. Вы понимаете? Нам уже не нужен больше посредник, который будет приходить по праздникам, потому что первосвященник что делал? Он приходил и он просил за народ. Он приносил жертвы за народ. Сейчас нам не нужен больше никто, нам не нужен первосвященник. Ты можешь напрямую обращаться к Богу, и Бог, Он тебя слышит. Вы понимаете, в чем суть? Именно это здесь символизирует, что завеса, она разорвалась надвое сверху донизу. Стоявший напротив Иисуса сотник, то есть это командир, который командовал сотней римских легионеров, увидел, как он испустил дух, сказал: этот человек действительно был сыном Бога. Там были и женщины, которые издали наблюдали за происходящим. Среди них была Мария Магдалена, Мария, мать Иакова младшего, и Иосия, и Соломия. Они следовали за Иисусом, когда Он был в Галилее, и прислуживали Ему. Там было много и других женщин, которые пришли с Ним в Иерусалим. Был день приготовления к субботе. Вечером Иосиф из Аримафеи, влиятельный член совета, который сам был из числа ожидавших Божьего царства, осмелился пойти к Пилату и попросить тело Иисуса. Пилат удивился, услышав, что Иисус так скоро умер, потому что люди могли умирать на кресте днями. То есть мог человек висеть несколько дней. Он позвал сотника и спросил, давно ли Иисус умер. Узнав от сотника, что Иисус действительно мертв, он отдал тело Иосифу. Иосиф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале гробницу. Это то, как хоронили в Израиле. Там такая порода, известняк, выдалбливали, пещеры такие, складывали покойника, которого оборачивали в материю, которая пропитывалась бальзамическим маслом, и таким образом осуществлялось погребение. То есть не как у нас, не в землю. Положил вырубленную в скале гробницу. К входу в гробницу он привалил камень. А Мария Магдалина и Мария, мать Иосии, видели, куда он был положен. Следующая глава, 16. Когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Соломия купили душистые мази, чтобы пойти и помазать его. Рано утром, в первый день недели, едва лишь зашло солнце, они пришли к гробнице. Здесь еще раз, у нас неделя заканчивается воскресеньем, но во многих других странах, в том числе у иудеев, с воскресенья она начинается. Поэтому первый день недели у них так заканчивается субботом, шаббатом. Рано утром в первый день недели, едва лишь зашло солнце, они пришли к гробнице. По дороге они говорили друг другу: кто же откатит нам камень от входа в гробницу? Но когда они пришли, то увидели, что камень уже отвален, и он был очень большим. Они вошли в гробницу и увидели юношу, одетого в белое. Он сидел справа от входа, женщины испугались. А он сказал им: не бойтесь, вы ищете распятого Иисуса из Назарета, он воскрес, его здесь нет. Посмотрите на место, где его положили, идите и скажите его ученикам, включая Петра, что он отправился прежде вас в Галилею. Там вы его увидите, как он вам и говорил. Женщины вышли и побежали от гробницы, испуганные и изумленные. Они ничего никому не сказали, так сильно они испугались. Воскреснув рано утром, в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалене, из которой он когда-то изгнал 7 демонов. Она пошла и сообщила тем, кто был с ним, горевавшим и плакавшим. То есть это апостолам 11. Помните, на этот момент уже 11 апостолов. Иуда уже, который был 12-м апостолом, к этому моменту он пошел уже и повесился. Она пошла и сообщила тем, кто был с ним, горевавшим и плакавшим. Когда они услышали, что Иисус жив и что она его видела, они не поверили. Потом Иисус явился в другом облике 2 из них, когда те шли из города. Эти 2 возвратились и рассказали остальным, но и им не поверили. Позже Иисус явился 11 ученикам, когда те возлежали за столом. Он упрекнул их за неверие и упрямство, потому что они не поверили тем, кто видел его воскресшим. Он сказал им: идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. И здесь еще так вкратце рассказано, но вы помните, что сначала Иисус, Он пришел,
в гостиную, где были заперты двери. Они двери не открывали, он каким-то образом прошел в комнату, и они все думали, что это дух, да? Но он сказал, что это я. И помните, там Фомы не было. Почему Фома неверующий? Потому что потом все ему остальные, когда рассказали, что к нам приходил учитель, они ему сказали: да вы что, пока сам палец не вложу в его раны, которые, когда его проткнули копьем, когда он висел, посмотреть, не поверю. Поэтому в народе его называют, да, Фома неверующий. Но потом он пришел, когда и Фома там был, ко всем к 11, когда они были. И он ходил с ними, вкушал с ними пищу, говорил с ними, чтобы они могли убедиться, что на самом деле это не просто какое-то видение, что это не просто какой-то дух, это настоящее подлинное физическое воскресение. И вот после всех этих явлений, когда у учеников уже не осталось ни малейшего сомнения, что Он действительно воскрес, Иисус, Он был вознесен потом дальше на небеса, к Отцу. Но Он специально провел это время, и вы помните, потом апостол Павел, он пишет, что да есть множество свидетелей этому. Вернее, апостол Иоанн писал, что до сих пор еще 500 человек живы, которые видели Его в реальную. Пойдите, спросите их. И что дальше происходит? Вы знаете, вот эта вот группка испуганных учеников, которые забились и закрылись, и боялись, что как бы их не пришли и не схватили. Они что начинают делать? Они идут и проповедуют, рассказывают всем об Иисусе Христе и об Его воскресении, не боясь, что их схватят, что их посадят в тюрьму и что их предадут на казнь. И вы знаете, что все апостолы, все ученики Иисуса Христа, кроме Иоанна, они приняли мученическую смерть. Они были казнены за веру. И ученики, они шли добровольно, и все равно это делали. Какое разительное изменение в поведении. То они боялись, закрылись, и как бы кому кто ни сказали, Петр, он отрекся 3 раза, когда Иисуса арестовывали. А здесь они идут и смело проповедуют. Что произошло? Почему так? Вы знаете, это как косвенное доказательство того, что Иисус, Он воскрес, и то, что они это увидели, они это пережили, и когда у них сложились все пазлы в голове, и они поняли, что Иисус Христос действительно Сын Божий, если Бог воскресил Его из мертвых, тогда чего нам бояться? Если Бог за нас, то против нас. Вы понимаете? Они понимали, что мы не только лишь в этой жизни живем, они уже мыслили другими категориями. Поэтому они не боялись. Итак, ветхозаветная Пасха указывала на смерть Агнца Божьего за грехи людей. Но смотрите, новозаветная Пасха напоминает нам, да, о Его смерти, но и о Его воскресении. И именно эту новозаветную Пасху воскресшего нашего Иисуса Христа мы с вами празднуем сегодня. И вспоминаем каждый год, потому что это основа нашей христианской веры. Это суть всего Евангелия. Это самый большой праздник для всех христиан. Одно из самых главных утверждений всего библейского учения. Что же конкретно значит воскресение Иисуса Христа для тебя и для меня? Прежде всего, это означает, что Он и есть тот обещанный Спаситель. Вы знаете, мы читали, что Иисус говорил, что Он возьмет на себя грехи мира. Иоанн Креститель говорил, что вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира. Но вы знаете, одно дело, когда человек что-то утверждает сам, но как мы можем быть уверены в этом? Как это проверить? Действительно ли это была жертва, угодная Богу? Действительно ли Он взял грех мира? Действительно ли я спасен? Я вам скажу, что воскресение Иисуса Христа, оно доказывает, что это все истина. Если бы Иисус не был Сыном Божьим, Он бы не воскрес из мертвых. Он и есть настоящий Спаситель. Он и есть ягненок, вот этот Агнец Божий, взявший на себя грех этого мира. Можно сказать, что воскресение Иисуса Христа – это Божий ответ на сказанные Иисусом слова, когда Он умирал,
что свершилось. Вот Его воскресение – это аминь. То есть да будет так от Бога. Божья истина. Да будет так. Божий утвердительный ответ на то, что Иисус сказал, свершилось. Иисус действительно Спаситель. И воскресение Иисуса Христа это доказывает. И если ты веришь в Иисуса Христа, то у тебя есть надежда на то, что когда ты умрешь, но после этого Он воскресит тебя из мертвых. Если бы Он не воскрес, мы бы никогда не могли быть уверены в этом. Но Его воскресение действительно доказывает, что Он победил смерть. Смерть бессильна, потому что Иисус воскрес, в Нем жизнь, и всякий верующий в Него оживет. Своей смертью Он искупил нас от греха, и Он освобождает всех верующих в Него от адского наказания, принимает их к себе в свою славу, в свой небесный дом. Вот что значит для нас воскресение Иисуса. Дорогие, я еще раз поздравляю вас с этим чудесным праздником, с воскресением Христовым. Христос воскрес. И вы даже понимаете, что значит воистину воскрес. Действительно, Он воскрес. Это вот такой ответ. Мы действительно в это верим. Потому что без воскресения Иисуса Христа нет спасения, нет основания для нашей веры.